Благотворительный фонд «Инсан». Добро есть. У каждого человека на Земле ежесекундно происходит какое-либо событие – счастье, радость, веселье или же горе, беда, несчастье. Мы не знаем, когда и что нас настигнет в следующую минуту. Так, несколько дней назад совершенно неожиданно запылал огнем жилой дом Рабаданова Магомеда, пожилого жителя села Шумлелев Ногайского района. На его глазах языки пламени молниеносно охватывали все нажитое за долгие годы имущество. Будучи инвалидом, Магомед сам был не в силах потушить огонь. Пришлось звать на помощь сельчан. К сожалению, ничего вынести из дома и сохранить не удалось. Осталась только крыша над головой, но под ней все сгоревшее дотла, копоть, сажа и гарь. Вместе с ним в доме проживают его дети и внуки. Приближается зима, при пожаре сгорели вещи, одевать детям нечего. И как эта семья переживет зиму, которая по прогнозам должна быть суровой, сложно себе представить. Тут же я заснул, как будто ток у меня ударил. Резко заснул, так я не засыпаюсь, никогда не сплю. В этот момент буквально минут 10, 20, 30 не прошло, наверное, я так. Кричит она на улице, уборка делала, подметала там ступеньки. Кричит: Магомед, Магомед, горит огонь. Я забежал туда, прямо через меня пламя, огонь пошел, я упал в третью комнату. Все, что было у меня, и деньги, все, даже в чем я одет, у меня больше ничего не осталось. Вон, вы видите, на улице посмотрите. Магомед Рабаданов вынужден был обратиться в благотворительный фонд «Инсан» за материальной помощью, так как не знает, где еще можно ее искать. Восстанавливать утерю он сам уже не сможет, возраст не тот, да и здоровье не позволяет. Уважаемые наши добродетели, мы вновь и вновь выражаем вам свою благодарность за то, что вы всегда оказываетесь рядом с нами, когда появляется необходимость помочь обратившимся за помощью в фонд «Инсан». Сегодня мы просим вас не оставлять без внимания и обращения Рабаданова Магомеда. Нет сомнений в том, что он не останется один в трудную минуту и в том, что в наших силах ему помочь. Как гласит мудрость, когда испытывают человека в беде, не думай, что Аллах испытывает только его. Это испытание относится и к тебе. Как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернешься? Выбор за тобой.